В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу основные темы к этому часу. В Усть-Алданском Улусе открыли многофункциональный семейный центр. Какие услуги будут оказываться в новом заведении? Паводок повредил в текущем году около 2000 различных объектов. В 7 районах республики озвучим сумму ущерба и подведем итоги паводка. Покажем чудовище Лабын-Кыр, его внука и других мистических и мифических персонажей. Первая персональная выставка молодого художника Егора Неустроева открылась в Уснере. Айсен Николаев провел пресс-конференцию по итогам уходящего года. Встреча прошла в кадетской школе, новое здание которого открылось в этом учебном году. Пресс-конференция собрала более 40 журналистов как региональных, так и федеральных изданий. Глава Якутии открыто ответил на все прозвучавшие вопросы, среди которых были и видеовопросы. Журналистов волновали такие темы, как строительство дорог в районах, автобусная реформа в Якутске и многие другие. Были затронуты и вопросы, связанные с проведением СВО. Мой вопрос был про реабилитацию и адаптацию участников специальной военной операции. Владимир Владимирович сейчас внедрил в рейтинг глав регионов и удовлетворенность участников специальной военной операции по адаптации и по медицинскому лечению. Вопрос был в том, что насколько сегодня мы готовы к этому. Понятное дело, что в городах ситуация сейчас у нас лучше, но в отдаленных населенных пунктах мы тоже должны по этому поводу работать, по адаптации и по реабилитации наших участников специальной военной операции. В Усть-Алданском Улусе открыли многофункциональный семейный центр. Данный объект является 4-м, которые были открыты за этот год по поручению главы республики. Также в планах открыть 11 подобных центров по региону. Семейный центр в Барагонцах расположился в старом здании гостиницы. Функционал учреждения очень широкий, начиная от назначения мер социальной поддержки до предоставления социальных услуг. Семейный центр оснащен новыми технологиями, которые направлены на профилактику, раннее выявление, сопровождение и помощь в различных семейных ситуациях. Социальное обслуживание на дому – это работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Но сейчас уже с открытием семейного многофункционального центра в структуре нашего комплексного центра формы работы будут расширены. Здесь будут заниматься уже непосредственно семьи с детьми с инвалидностью. Кроме того, мы расширяем формы работы на дому. Свою работу начнут домашние микрореабилитационные центры. В республике по федеральной программе переселения граждан с аварийных и ветхих домов ведется масштабная работа. Одним из лидеров в республике можно назвать Чурапчинский улус. Всего с 2013 года по настоящее время расселено 910 квартир и 2348 граждан улуса. Построено и введено 27 многоквартирных домов в 9 наследях. По этой программе состоялось торжественное открытие дома на 53 квартиры по улице имени Егора Борисова в селе Чурапча. Ключи от новых квартир получили 159 человек. Сегодня в республике однозначно знаменательный день. С самого утра по ВКС-связи глава республики Айсен Николаев открыл 9 новых объектов. По программе добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и совместно со финансированием районного бюджета в селе Кангалас открыли детский сад на 35 мест. Этот объект – первое каменное здание в селе. Первые сваи объекта были забиты еще в 2020 году. Но по ряду причин было сменено несколько подрядчиков. Общая сумма объекта – 109 миллионов рублей. Именно открыл здание наш Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев вместе со всеми объектами, строящимися в республике перед новогодними праздниками. И мы все очень благодарны нашему правительству, главе Айсену Сергеевичу и руководству Министерства строительства и Министерства образования. Паводок повредил в текущем году около 2000 различных объектов в 7 районах республики. Так повреждены 1915 объектов, в том числе 53 объекта транспортной инфраструктуры, 2 моста, 49 участков автодорог, 2 взлетно-посадочные полосы, 137 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, 780 объектов сельского хозяйства. Утрачены 136 жилых помещений, всего 28 населенных пунктов в 7 районах Якутии. Анабарский, Верхнеколымский, Намский, Нюрбинский,
Мицинский, Амяконский, Алекминский и Усьмайский были повреждены от весеннего и летне-осенних паводков в этом году. Пострадали 3800 человек, общий ущерб составил более 2 миллиардов рублей. 2025 год приближается, и каждый человек желает, чтобы Новый год был удачным, сбылись планы и мечты. Для этого, чтобы в дом царила любовь и сопровождал успех, в доме Арчип провели обряд Алгыз. Собрались жители старшего возраста, которые отметили 75 лет в уходящем году. Они своим трудом и жизнью являются примером. Во время национального обряда благословения душевное состояние улучшается, укрепляется дух, очищается разум от негативных мыслей. Еще несколько лет и Якутское региональное общество слепых отметит свое столетие. В далеком 1932 году в Якутии начали формировать ядро будущей большой организации. Постепенно рождались отделения и по районам, в том числе и в Алекминском. Тему продолжит Елена Фаст. Буквально с порога новогоднее настроение дарит посетителям пушистая елочка в стенах социального фонда. Именно здесь тепло и по-домашнему встретили 70-летний юбилей общества слепых. На территории нашего Алекминского района тоже есть общество слепых, где у нас вот тоже возглавляет отделение. И в данном направлении, конечно же, были проведены ряд мероприятий в декаду инвалидов. Все наши организации Алекминского района принимали непосредственно активное участие. Люди, которые видят мир совсем по-другому, относятся к этому подарку жизни бережно, при этом стараясь обратить в плюсы все для себя и других. Вот хотелось бы отметить, что у нас общество все-таки слепых работает. На сегодняшний день председатель поменялся. К счастью, это молодой человек. Он очень энергично взялся. Вот такое мероприятие сейчас совместно проводим. Я думаю, что в тесном взаимодействии будем работать и дальше во имя наших граждан, которые вот именно должны быть в этом обществе. И, конечно же, первая цель – это вовлечение этих людей в общество слепых для того, чтобы поддерживать их интересы. Не так давно пост председателя общества занял новый человек. Молодость и энергия помогут ему организовать работу еще более полно. Слабовидящих и слепых достаточно много людей, но это заболевание такое распространенное, скажем так, в последнее время. Но сложно охватить, конечно, сложно охватить. На данный момент членов общества всего 57 человек. Работаем с деревнями, с наслягами, в смысле. Вот сейчас пытаемся охватить город, конечно. В этот день отметили тех, кто дарит окружающим радость и тепло. Добрые слова и душевная песня всегда в помощь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Вилюйском Улусе в течение года большое внимание уделялось семье и детям. Запланированные мероприятия, посвященные Аржакову, прошли на высшем уровне. В Улусе прошли завершающие мероприятия «Итоги года». В мероприятии приняли участие представители администрации города, Улуса, общественники, депутаты, главы поселений. Здесь чествовали лучших семей Улуса по итогам года, а также подводили итоги улусного конкурса «Лучший регион развития». По итогам года победители среди наследников награждены денежными призами. За год проведены очень большие мероприятия в городе Вилюйске, городе Якутске, городе Москве. Проведены очень большие конкурсы, музыкальные фестивали. И сегодня подведены итоги. Наступающий 2025 год глава Вилюйского улуса Сергей Николаевич Винокуров объявил годом Гавриила Иосифовича Черяева, приуроченный столетию юбилея выдающейся личности Вилюйского улуса и Республики Саха-Якутия. Первая персональная выставка молодого художника Егора Неустроева торжественно открылась в Усмере. Егора Неустроева в районе знают как автора рисунков детской книги о лабынкырском чудовище. Им же придуман образ внука Лабынкыра Лаби. От его работ, созданных с помощью графического редактора, веет мистикой. В центре картины, как правило, мифический герой – это Чучуна или Чисхан, бык зимы или даже Баянай. Картина «Алгыз» получила гран-при Республиканского молодежного фестиваля «Мус-Устар». Выставка доступна до середины января. Работы Егора можно посмотреть также и в социальных сетях. Работа Егора Неустроева, тем более в стиле фантастик, который через него
видна, наверное, призма каких-то национальных традиций через глаза молодых людей и через призму современных технологий. Вот это мне импонирует, и я думаю, это должно развиваться, продолжаться и все равно достичь своей определенной цели. Я желаю ему всяческих успехов. Станция юных туристов Амгинского района начала свою работу в 1999 году. Инициатором создания станции является почетный работник общего образования России Григорий Попов, который в течение 20 лет руководил станцией и до сих пор неизменно работает педагогом. Станция юных туристов ежегодно организует для детей краеведческие туры, спортивное ориентирование, экскурсионные сплавы и многое другое. На днях станция отметила свое 25-летие. Со дня основания они участвуют во всех республиканских мероприятиях, которые проводятся по линии Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. В 2022 году ребята из станции юных туристов победили на республиканском слете юных туристов и в 2023 году представляли нашу республику на всероссийском слете юных туристов на Камчатке. Там они заняли 2-е место. 10 дней они ходили по вулканам Камчатки. Это был поход 3-й степени сложности. 100 километров, 10 дней. Новогодняя ночь обещает быть морозной. По данным Якутского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается похолодание до минус 43 градусов. Днем температура примерно достигнет до минус 39. Прогнозируют, что и первый месяц 2025 года также может вернуться к норме зимнего температурного режима в республике. Точность прогноза при этом пока составляет порядка 70%. Как сообщили специалисты, данные будут обновляться ежедневно. До конца этой рабочей недели и последние дни месяца погода изменится в городе Якутске. Мы получим погоду близкую к нормальной для этого времени. Вот, значит, начиная с воскресенья температура воздуха пойдет вниз. Ночная температура будет за 40, то есть 40-44. Ну и дневная в 2-3 градуса амплитуды, то есть 39-41. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в дальнейших выпусках.